Ну, собственно, моя разведывательная группа прибыла для подготовки в горный учебный центр Дарьял. Здесь мы проходим занятия такие, как горная подготовка. Это очень специфическое занятие. То есть личный состав подчиненный у меня смешанный. Обучение проводится следующим образом. Среди разведывательных групп центра, которые здесь проходят подготовку, проводятся соревнования. На этих соревнованиях каждая разведывательная группа выполняет свою поставленную задачу. После выполнения задачи, какая группа набрала максимальное, соответственно, количество баллов, без нарушений тому, что их учили здесь, та группа занимает первое место и, соответственно, лучшая среди групп разведывательных здесь. Разведывательная группа награждается кубком, грамотами. Очень много соревнований проводится у нас здесь. Также проводят соревнования по рукопашному бою среди подразделений. Гиревой спорт. То есть соревновательный дух среди разведывательных групп. Нет, теория здесь обойтись очень сложно. Тут невозможно даже сказать. Это все нужно практиковать. То есть в случае нападения мы уже будем знать, будем готовы к этому. Здесь каждая мелочь очень важна. Потому что в таких местах, как в горах, опасных ситуациях, тут нужно все досконально знать, каждую деталь, каждую мелочь. Поэтому мы здесь. У нас есть инструктора, которые нам все показывают, все рассказывают, у которых есть огромный опыт. В горах очень много сложностей. Здесь практически каждый участок очень опасен. И здесь надо быть предельно внимательным. И чтобы рядом был товарищ, который тоже посмотрит за тобой, и ты за ним посмотришь. Нет, товарища бросать нельзя. Сначала надо убедиться, что товарищ находится в безопасном месте. Только после этого можно продолжить выполнение задачи. Чувство локтя и плеча товарища здесь более необходимо, чем в других каких-либо условиях. Потому что в любой момент может произойти что угодно, а товарищ всегда рядом.